Молодые юристы помогут сиротам. Обсудим прямо сейчас в рамках программы интервью в эфире главного телеканала Республики подробно школа, которая называется «Просто о праве». Сегодня наш гость Наталья Латыпова, заместитель директора по науке Института права Башгу. Наталья Сергеевна, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, про проект «Школа просто о праве». Да, я знаю, что он при поддержке Росмолодежи стал возможен. В чем суть? Да, мы действительно со студентами выиграли от Института права Башкирского госуниверситета грант, который называется «Школа просто о праве». Грант этот был разыгран фондом Росмолодежь, то есть это очень крупный федеральный грант. Мы очень рады, что именно такую социально важную задачу, социально важный проект поддержало наше государство и Росмолодежь. И проект этот заключается в том, что мы будем совершать до конца этого года вместе со студентами выезды в детские дома, будем проводить правовые лекции, оказывать правовую помощь детям-сиротам от 8 до 14 лет. То есть та самая группа детей, которые нуждаются уже в правовой помощи в этом возрасте, потому что как раз в этом возрасте сталкиваются с первыми своими правовыми проблемами. Круг этих правовых проблем? Ну, как правило, это наследственные вопросы. Бывает, что ребенок сталкивается уже, к сожалению, с проблемами с правоохранительными органами. Возникают вопросы в сфере обеспечения жильем детей-сирот, которые уже вот скоро выпустятся из детского дома. Бывают вопросы опекунства, вопросы ненадлежащего опекунства. По крайней мере, в те выезды, когда мы осуществляли помимо этого еще гранта, задавались как раз эти вопросы. Если мы говорим о том, что выезжают молодые юристы, то насколько подготовлены они? У нас выезжают именно сотрудники, студенты юридической клиники Института права, то есть те, кто уже на практике опробовал свои знания, показывают хорошие результаты в учебе. Ну и, естественно, будем привлекать и преподавателей, и практиков, которые вот на данном этапе оказывают помощь в составлении тетрадей для детей-сирот, заданий, которые им будут даваться. Поэтому все, что будет даваться детям-сиротам в качестве учебного материала, это все будет проверено, опробировано и, конечно, все с учетом именно тех проблем, с которыми сиротами сталкиваются в жизни, а не просто теория. Если вдруг нас сейчас смотрят сироты, да, и у них есть наболевшая какая-то проблема, вопрос, то могут ли они обратиться к вам и поможете ли вы им? Ну да, конечно, у нас на базе Института права действует постоянно действующая юридическая клиника, которая по графику оказывает бесплатную юридическую помощь всем нуждающимся гражданам, и, естественно, дети-сироты попадают также в эту категорию, поэтому наши двери всегда открыты, и, естественно, по всем вопросам помощь будет оказана. Можете ли вы рассказать какие-то успешные истории, да, когда помогли человеку, именно вот из категории сирот? Ну, из категории детей-сирот мы оказывали правовые консультации, то есть в рамках выезда еще одного нашего проекта, например, юридический доктор, к нам с запросами обращались дети-сироты, которые не могли решить свои вопросы с жильем. То есть здесь мы помогали и с помощью правовой помощи, консультаций, связывали их с руководителями социальных подразделений этого муниципалитета, и уже потом эти проблемы решались благополучно. Насколько развита у нас сеть по оказанию бесплатной юридической помощи и кто, в принципе, может за ней обратиться? Но на самом деле, согласно федеральному закону, есть определенная только лишь категория граждан, которые имеют право обратиться за бесплатной юридической помощью. Но, как правило, негосударственные организации, юридические клиники институтов оказывают помощь в так называемой форме про-боно. То есть оказывают ее безвозмездно и всем, а не только тем, кто входит в перечень данных лиц по федеральному закону. Ну, в частности, та же юридическая клиника Института права, пункты бесплатной юридической помощи иные, как правило, они не обращают внимания на то, соответствует ли статус человека вот именно статусу, который указан в законе. Как вы оцениваете уровень юридической грамотности? На самом деле мы проводили несколько опросов граждан по самым острым, так скажем, проблемам. Это социальные сети, медицинское обслуживание, оказание бесплатной юридической помощи. Причем проводили и среди молодежи, и пожилых граждан. И результаты показали, что достаточно низкий уровень правовой грамотности все-таки населения есть. И самое печальное, если дети-сироты, которых нет зачастую родителей, которые могут помочь, оказываются в неблагоприятных жизненных условиях как раз из-за этой неграмотности. Поэтому мы как раз своим проектом хотим этого избежать, чтобы дети, собственно, знали, что им опасаться, что можно делать, что нельзя, и знали свою ответственность тоже за свои поступки, потому что, как правило, существует некий дисбаланс, когда права знают, так скажем, дети современные очень хорошо свои, но плохо знают свои обязанности и, самое главное, ответственность. Какие механизмы могут исправить такую ситуацию?
Механизмы обучения в первую очередь, но обучение интерактивное в виде все-таки не лекций в классическом понимании, а лекции с элементами игры, лекции с элементом беседы, с практиками, потому что все-таки дети сейчас больше настроены на интерактивные формы, поэтому мы все эти формы как раз будем в наши выезды реализовывать. То есть мы постараемся максимально интересно, доступно донести до детей всю информацию, не загружая их большой теорией, но самое важное, я думаю, что они получат. Ну, вообще же есть и бесплатные какие-то проекты, да, которые могут быть доступны для вот как раз для тех детей, подростков, которые хотят о своих правах и ответственности больше узнать. Какие вы можете порекомендовать? Проекты, ну, в нашем институте мы реализуем и проекты для школьников, туда же могут включаться вполне дети-сироты, то есть мы проводим занятия со школьниками в самих школах, где они учатся, через Zoom к себе приглашаем, то есть у нас план мероприятий со школьниками, ну, такой большой, что на несколько страниц, поэтому вся эта информация у нас на сайте есть, различные кружки, ну и такая форма, которая сейчас, наверное, наиболее востребована у школьников, это видео, сюжеты в YouTube, в ТикТоке. По этому же проекту «Школа просто оправим» мы будем снимать ролики. То есть эта информация будет уже в виде видеороликов, которые легко воспринимаются школьниками, и поэтому мы даже планируем распространить свои вот эти лекции не только на школьников и детей-сирот Башкирии, но и всей России. Вот школьники и социальные сети – это давно такая тема дискуссионная очень, да? Вот где вы видите баланс и как его соблюсти? Ну, действительно, в социальных сетях сейчас очень много проблем, связанных с, ну, и с сексуальными посягательствами на честь и достоинство, да, детей. Очень много практики судебной. Если раньше это были единичные уголовные дела, теперь это сотни случаев, да, возбуждения уголовных дел. Это и мошенничество, в которое, ну, так скажем, дети сейчас все и кредитными карточками пользуются, родителей, да, вовлекаются. Ну и самое, наверное, опасное – это экстремизм, в который, ну, очень, так скажем, дети легко вовлекаются с неустойчивой психикой, поэтому все эти проблемы мы также будем с детьми-сиротами обсуждать, ну и, возможно, даже небольшой блок видео как раз вот этих сюжетов посвятим именно опасностям в социальных сетях. Несколько практичных советов для тех, кто, может быть, не попадет вот на занятия школы «Просто оправе», да, но они сейчас смотрят наши с вами интервью, Наталья Сергеевна. Ну, как тоже когда-то не юрист, как школьник могу сказать, что юриспруденция всегда помогает в жизни, помогает и развиваться в плане карьеры, и помогает просто не попадать в какие-то нелепые жизненные ситуации, поэтому даже если вы не попадете на наши какие-то занятия, курсы, обязательно повышайте самостоятельно свой уровень знаний в плане юриспруденции. Сейчас интернет можно использовать в этих целях, не только для того, чтобы играть или смотреть новости, поэтому, так сказать, быть юристом – это здорово не только для профессии, но и для обычной жизни. Ну и для родителей несколько практичных советов, может быть, какие-то образовательные площадки или вот советы, как вести себя в социальных сетях, где фейк, где есть опасность попасть на уловку мошенников, ну и вот сексуальное насилие, которое вы тоже уже отметили. Ну, первый совет, наверное, обращать внимание, в каких социальных сетях зарегистрированы ваши дети, что они смотрят, какой контент, с кем переписываются. Иногда под видом такого же ребенка переписывается с вашим ребенком, ну, там, взрослый совершенно, да, там, посторонний человек, да. Поэтому больше внимания уделять личной жизни своих детей, интересоваться тем, что они увлекаются в социальных сетях. Ну и в случае обнаружения какой-то информации, которая вас беспокоит, общаться с ребенком, ну и обращаться к психологу в крайнем случае, чтобы проще предупредить, чем потом последствия получать какие-то негативные. Какие еще проекты сейчас разрабатываются? Что еще можно интересного ожидать? Ну, проект у нас возрождается школа юного криминалиста, тоже в Институте права. То есть мы будем выезжать в школы, да, тоже с этими занятиями. Есть лектории различных форм. То есть школьники, которые хотят увлечься правом, хотят больше узнать об этом в рамках школы, открытой правовой школы, также могут посещать эти занятия. Все занятия интересные, проводят их преподаватели, проводят практики. Поэтому все наши проекты, они направлены как раз на вовлечение детей в право во всех возможных формах интерактивных. С какого класса? Да, в принципе, с любого. То есть мы выезжали вот летом вообще в младший блок, это 3-4 класс, показывали, как проводится осмотр места происшествия, кто такой юрист, что это не просто, не всегда это только следователь, чем занимаются юристы. Ну и некоторые дети по окончании этого урока решили твердо быть юристами. Ну, то есть реакция заинтересованности, она получена? Реакция заинтересованности, да, есть. Студенты?
Студенты Института права, тоже, для них тоже много проектов. Ну, так скажем, нет ни одного дня, наверное, когда у нас нет каких-то мероприятий, конкурсов, центров практической юриспруденции тоже у нас проводят занятия. Поэтому ну, студенты вовлечены в практическую уже юриспруденцию помимо занятий. Школа дебатов у нас есть, и наукой также занимаются, публикуют статьи, участвуют в конкурсах и выезжают также на всероссийские конференции. Поэтому активность студенческая у нас тоже очень большая. Спасибо, Наталья Сергеевна. Сегодня гостем программы «Интервью» была Наталья Латыпова, заместитель директора по науке Института права Башгой. Мы говорили о том, как молодые юристы будут помогать детям-сиротам, воспитанникам детских домов республики, а также о том, насколько интересная профессия юриста. Не переключайтесь, оставайтесь вместе с нами в нашем эфире. Все самое интересное.